Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот о чем мы расскажем сегодня. Корабли новой серии судов будут выполнять задачи в сложных климатических условиях. На этом корабле будет внедрено все новое, все самое современное, что сегодня создано в нашем государстве. На Зеленодольском заводе имени Горького началось строительство 2 кораблей для ВМФ. Подробности расскажет Вероника Гайнудинова. Это моя страна. Вся страна должна объединяться и быть едиными. Как в Татарстане отметили День России, увидел Рамиль Шайдуллин. По всей республике череда сабантуев. Как народный праздник отметили в разных уголках Татарстана, в обзоре Лины Зинатуллиной. Село живо, пока о нем помнят. Жили отлично, нормально. В 1972 году отсюда мы уехали самые последние. Красной зорьки нет на картах уже полвека, но родные места тянут к себе. С сельчанами пообщалась Филюза Хамидуллина. Как идет строительство моста через Волгу, сегодня оценили президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он возводится для трассы М-12, строительство которой затем обсудили на совещании. Марат Хуснуллин поставил задачу ускорить темпы работ. В своем телеграм-канале он отметил, проект сложнейший, объекты такого уровня строятся много лет. Мы же планируем фактически ввести его за 3 года. В свою очередь Рустам Минниханов подчеркнул, работы на строгом контроле. Основные этапы закончат в 2023-м, полностью завершить планируют в 2024. Протяженность магистрали 729 километров, 142 из них приходится на Татарстан. М-12 – это часть проекта «Запад-Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. На Зеленодольском заводе имени Горького началось строительство 2 кораблей военно-морского флота России. Торжественная церемония закладки корпусов прошла накануне. Суда будут носить имена прославленных морских военачальников Леонида Бекренева и Бориса Бабкова. Дали старт строительству кораблей одновременно еще на 3 заводах в разных городах страны. На Зеленодольском корабли такого большого водоизмещения построят впервые. Они войдут в состав Северного флота и смогут выполнять задачи в сложных климатических условиях. Вероника Гайнудинова с подробностями. В День России на Зеленодольском заводе имени Горького особенно торжественно. Сегодня двойной праздник. Здесь и еще на 3 судостроительных предприятиях в Санкт-Петербурге и в Хабаровском крае главнокомандующий ВМФ Николай Евменов дал старт строительству 6 новых кораблей. Мы с вами вышли на плановое серийное строительство кораблей подводных лодок и судов обеспечения. На Зеленодольском заводе построят 2 корабля. Татарстан и командование ВМФ России сотрудничают уже на протяжении многих лет. И это взаимодействие носит стратегический характер, отмечает первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Это сотрудничество имеет стратегический характер и значительный вклад в его развитие вносит Зеленодольский завод имени Горького. Только за последние 11 лет завод сделал 21 единицу военных кораблей и катеров для военно-морского флота, 2 единицы для пограничной службы и 4 корабля в рамках военно-технического сотрудничества. Многие из них оставили свой достойный след в истории современной России, на деле подтвердив свои высокие боевые способности и в настоящее время продолжают успешно нести службу в составе Каспийской флотилии, на Балтийском и Черноморском флотах. Новые корабли будут обладать более высокими мореходными качествами, большей автономностью и комфортными условиями для экипажа. Водоизмещение не менее 4000 тонн, длина кораблей около 100 метров. Это очень большие корабли в истории завода. Это первые корабли, которые строятся такого водоизмещения. Они будут построены в соответствии с графиком, утвержденным замминистром. Корабли открывают новую серию судов. Как отмечают, при строительстве будут использованы новые технологии. Мы отошли от импорта. Все, к сожалению, наши коллеги, если их так можно назвать, значит, в прошлом сделали все для того, чтобы застопорить развитие кораблестроения в Российской Федерации. Но они глубоко просчитались. У нас, еще раз я говорю, в России есть люди, которые умеют и создавать, производить, разрабатывать. Поэтому все будет наше. Работаем над новыми проектами, которыми будем обеспечивать в свое время военно-морской флот для защиты рубежей нашей Родины. Корабль универсален, он способен выполнять задачи, поставленные ему как в северных морях, так и на южных морях.
Корабли смогут выполнять задачи в сложных климатических условиях. Суда по проекту являются научно-исследовательскими кораблями и предназначены для выполнения океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны. Корабли будут носить имена советских военачальников: адмирала-основателя школы советской военно-морской разведки Леонида Бекренева и контр-адмирала, начальника разведки ВМФ Советского Союза Бориса Бабкова. На церемонии закладки новых кораблей и потомки выдающихся морских военачальников. Это увековечивание памяти моего дедушки Бориса Назаровича. И это большая честь для всех его потомков. Спасибо. Новые корабли войдут в состав Северного флота. Планируется строительство 12 таких судов. Сегодня в рамках гособоронзаказа на Зеленодольском заводе продолжается производство малых ракетных и патрульных кораблей, кабельных судов и многих других. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. С Днем России татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. У нас великая страна с богатой историей, яркими традициями, а главное ее опора – сплоченный многонациональный народ, отметил президент в своих социальных сетях и выложил ролик. Девочка учится играть гимн России, юный художник рисует герб, а суворовцы поднимают на флагшток российский триколор. Сегодня выходной, и по всей стране продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня России. В Татарстане в каждом районе интересные проекты и события. В столице День России традиционно прошел с размахом. Сразу на нескольких площадках города прошли акции, квесты, народные гуляния. Участие в празднованиях приняли тысячи татарстанцев. Вся палитра праздника в репортаже Рамиля Шайдуллина. Маленький Тимур точно знает, где находится Камчатка, а где Татарстан. Он по памяти собирает все регионы на карте страны. Это акция «За Россию», которую организовала «Молодая гвардия». Активисты раздавали ленточки с триколором, желающие фотографировались с ростовыми куклами и в игровой форме проверяли свои знания географии. Праздник обретает особый смысл, и поэтому наша задача, как «Молодой гвардии», чтобы наше население чувствовало единство. Чтобы показать, какими талантами богата наша страна, большой концерт прямо в Кремле. Перед казанцами и гостями города выступили лауреаты и победители фестиваля «Созвездие Йылдызлык». Для нас огромная честь выступать в такой день, потому что в этом году это крайне важно показать людям, насколько наша страна красивая, талантливая, сильная. В День России свои лучшие номера показали около 400 юных участников. Детские голоса говорят сами за себя. Россия – это место, где хочется жить, любить, творить и верить в свои силы. Кстати, о вере неспроста юные таланты выступают прямо у стен Кул-Шарифа. Как и великие минареты этой великой мечети стремятся ввысь, к светлому, к небу, так и первый президент говорит о том, что небо над Татарстаном чисто его освещает талантом. Тысячи человек собрались у центра семьи Казан. В День России прошел большой праздничный концерт. Россия особенная страна, самая яркая, самая сильная, неповторимая. Конечно, даже в самые трудные времена жители Республики Татарстан, жители Российской Федерации всегда проявляли мужество, терпение, стойкость. Здесь же на сцене юным татарстанцам вручили паспорта. Паспорт гражданина Российской Федерации. Символ этого дня – ленточки с российским триколором. Их носят на груди, держат в руках, цвета флага рисуют на лицах. День, когда ты понимаешь, в какой стране ты живешь, какая великая у нас страна. Это наша страна, которую я люблю. Когда вся страна должна объединяться и быть едиными. Показывать на всю страну, на весь мир, какая сильная Россия, мощная Россия. Самые популярные песни о родине. Россия – это родина, это наша гордость, это все, это люди.
Перед гостями праздника выступили знаменитые артисты республики и страны. Гузель Уразова, Сергей Скачков с хитами «Землян» и группа «Пицца». Кульминацией Дня России стал большой праздничный салют. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. День России ярко и разнообразно праздновала вся республика. В Нижнекамске главной площадкой стал парк «Семья». Здесь развернулись всевозможные мастер-классы, детская анимация, игры и квесты. Свои знания о родной стране желающие могли проверить в специальной викторине. Для любителей фотографироваться фотозоны в стилистике разных регионов России. Мы на этом празднике представляем фотозону Башкирии. У нас вот здесь с левой стороны уголок женский уголок, с правой стороны сзади меня это мужской уголок. Жители Нижнекамска очень активно фотографируются. Пришел с женой и детьми, всем можно отдохнуть, и детям, и взрослым, участвовать на разных соревнованиях и играх. В Набережных Челнах народные гуляния прошли по всему городу. Самым необычным стало празднование в парке Гренада. Здесь устроили дрон-фест. Участники фестиваля демонстрировали мастерство полета на специальной трассе для гонок на квадрокоптерах, а настроение создавали музыканты на сцене. В День России Владимир Путин вручил госпремию директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Руденко. Она стала одним из 3 лауреатов в области литературы и искусства. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Также госпремию получили Юрий Башмет, Никита Михалков, живописец Павел Никонов и другие. Гульзада Руденко удостоена премии за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия. Директор музея пригласила Владимира Путина в Елабугу и рассказала, что ежегодно город посещает около 500 тысяч туристов. Спасибо вам всем за то, что есть возможности в России творить, выдумывать, пробовать. Всех поздравляю с праздником. И, конечно же, всех приглашаю к нам в Татарстан. Вас лично, Владимир Владимирович, мы ждем в Елабуге в исторической. Я знаю, вы были на особой зоне, а до нас не добрались. Мы ждем всех к нам в гости в Елабугу. Спасибо. Все выходные в республике продолжается и череда сабантуев. Скачки, борьба кюрящ, традиционные забавы, национальные подворья и мастер-классы по народным промыслам. Праздник стал объединяющим не только для татар, но и для всех жителей республики. В Казани праздник плуга еще предстоит 19 июня, в Набережных Челнах 18-го. Как сабантуи уже отметили в разных уголках Татарстана, покажем в нашем обзоре. Снова песни зазвучали, веселистые танцы. На дворе народный праздник, праздник плуга, сабантуй! Песнями, танцами, чак-чаком, караваем и клубникой гостей и жителей города встречали на Сабантуе в Зеленодольске. Праздник плуга традиционно отметили в парке «Березовая роща». Здесь множество развлекательных площадок, национальные подворья, площадка деревянного зодчества, выставка народных художественных промыслов и конкурсы. В них поучаствовал и первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Прихожу сюда каждый год, встречаемся с друзьями, смотрим праздник. Действительно, единение народов. Здесь вот посмотрите, сколько народу. И русские, и татары, и наверняка много других национальностей. Мы приехали специально из Казани, большой компанией с друзьями. Будем соревноваться. Армрейсинг у нас будет. Пожелайте нам удачи. Для нас это прежде всего традиционный праздник, где можно его провести активно в кругу семьи, вспоминая все самые лучшие, теплые, хорошие традиции, которые есть у нашего народа. О традициях татарского народа большое представление на главном майдане Сабантуя. Испокон веков праздник плуга – источник самобытной культуры. Он создает особый колорит и объединяет, говорят на официальном открытии праздника. За долгие годы своего существования Сабантуй стал символом мира и согласия народов Татарстана. На этом празднике мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства. Они делают все возможное, чтобы наши столы были изобильными, и у нас всегда был хлеб. Низкий поклон и огромная благодарность за ваш труд.
Гостей Сабантуя в Бавлах встречают баурсаком и ишпышмаками. На Майдане кухни разных народов, песни и танцы, традиционные состязания, кыряш, бег в мешках, бег с коромыслом, ходьба по бревну. Всем победителям заслуженные призы. Уже давно не лазил, решил попробовать, вот получилось. На Буинском Майдане, кроме традиционных атрибутов Сабантуя, артисты на ходулях и даже единорог, на котором можно прокатиться. Для детей необычные конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам. Учат гончарному делу и изготовлению традиционных игрушек. Это русская народная игрушка. Раньше девочек приобщали к рукоделию. И это будущим крякам изготавливали такие куколки. Счастье и улыбки дарят Сабантуй всем, кто пришел на праздник. На Майдан Вознакаева пришли сотни жителей района. Здесь яркий пролог, прославляющий татарскую культуру и трудолюбие. Отдельной колонной идут передовые земледельцы и животноводы. Лучшим сельхозработникам вручили новые автомобили. Традиционно на Сабантуе провели и скачки, и турнир по борьбе кыряш. Кто быстрее косит траву, кто рубит дрова, а кто пилит бревно, проверили в Елабуге. Праздник получился масштабным и всенародным. Так совпало в этом году, что мы Сабантуй празднуем в день нашей страны, День России. Это приятное очень совпадение. Я бы пожелал всем нашим горожанам, всем россиянам единства, нашей дружбы, чтобы все у нас получалось, больших свершений и больших побед. Побеждали елабужцы в боях мешками и перетягивании каната, национальной борьбе и покорении высоты. С яйцом в ложке здесь не только бегали, но и фотографировались. Лина Знатульна, ТНВ, Татарстан. Установка памятного креста стала поводом для встречи односельчан, чьей деревни уже нет на карте. Это Красная Зорька в Новошишминском районе. В Татарстане за последний век исчезли 1200 поселений. В России эта цифра свыше 150 тысяч. История Красной Зорьки началась в 19 веке. В свое время здесь был передовой колхоз, свой кирпичный завод и мельница. Но уже в 70-е годы деревня опустела. Однако жители до сих пор помнят родные земли и приезжают каждый год. В Красную Зорьку отправилась и Филюза Хамидуллина. Дом был в середине села, вон в той стороне. Братья Александр и Владислав родились и выросли в селе Красная Зорька. Их дед заведовал клубом, мама работала учителем. Но сейчас от отчего дома не осталось даже калитки. Эти места опустели к началу 70-х годов. Жили отлично, нормально. В 72 году отсюда мы уехали самые последние. Мне было 22 года. Дом перевезли в Красный Октябрь. В 50-е годы мы считали самым передовым колхозом, вспоминает Мария Остолопова. Дворов в деревне было не больше 60. Зато земли в Красной Зорьке считались плодородными. Сеяли зерновые культуры, картофель, мак и коноплю, из которой делали пеньку. Была большая овчарня, конные дворы и даже свой кирпичный завод и мельница. Был у нас кирпичный завод, был и овчарник. Все было, был и магазин, был и зерносклад. Все было в деревне. Народ был работящий. Были женщины и пахали на тракторах. Пропало наше село. А когда вот нас в Красный Октябрь бросили, вот здесь вот нас начали это. Мы были как отделение. Лошадей забирать начали, скот начали забирать. В 1957 году в соседнем селе сформировали единый совхоз «Красный Октябрь». Малые деревни, как Красная Зорька, признали бесперспективными. Так сельчане стали покидать родные места. Был прекрасный сад. На всю округу славился. Дедушка у нас был необыкновенный садовод, пчеловод. Да он не было такого дела, что он его не знал. И самое главное, он был в плену и вернулся оттуда живой. Приглашаю вас навестить родные забытые места. 50 сельчан приехали сегодня в родную Красную Зорьку. Поводом для встречи стал установленный на днях памятный крест. Его на месте родной деревни поставил Анатолий Батейнев. Сам он приехать не смог. Почему он хотел его увековечить? Во-первых, здесь жили его предки. И в честь того, что его одного деда на войне убили, второй вернулся пораненный. Брат погиб на войне с 24 года. И вот все это у него заразилась идея, чтобы люди
Ну, приезжали хоть в год раз, хоть как-то поклониться нашим святым родным местам. И всем ушедшим. На войну, до войны наш поселок был 58 домов. Оградил крест от односельчанин Ботеневых Виктор Каймуков. Теперь жителям забытого села есть куда приезжать. Не ожидал, что такое количество людей приедет. Но вот видите как, людей тянет на родную землю. И мы должны сделать все возможное, чтобы эта земля не опустела, чтобы наши предки приезжали сюда, поклонялись, помнили эти места, где родились и выросли, где их детей, значит, воспитывали. Сейчас Виктор Каймуков хочет благоустроить заброшенный родник деревни. Село живет до тех пор, пока о нем помнят. Филюза Хамидуллина, Ирина Хабибуллин, ТНВ, Новошишминский район. Мечта о столичной жизни или же самореализация и развитие? Почему выпускники уезжают из Казани, чтобы учиться в вузах Москвы? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Русские народные игры, мастер-классы по ремеслам, традиционная выпечка и экскурсии по историческим местам. Так в столице сегодня проходит полюбившийся казанцам фестиваль «Духов день». Его организовал храм Сошествия Святого Духа, у которого сегодня престольный праздник. С погодой сегодня повезло, поэтому фестиваль получился особенно красочным и теплым. А возвращение к истокам и любви к традиционной русской культуре — материал Юлии Гоголевой. Иван Иванович не пропускал ни одной литургии, соблюдал все посты с самого раннего детства. Так много гостей в этом доме на улице Тихомирного впервые. Экскурсию приурочили к фестивалю «Духов день». Здание самое древнее из деревянных строений в Суконной Слободе. В этой комнате в 20-е годы прошлого века жил святитель Иосаф. В годы гонений на церковь он уберег несколько святыней, рискуя жизнью, проводил литургии. Наш святой Иосаф был духовным чадом отца Гавриила Седмиозерского. Это наш святой, которого мы почитаем в земле казанской просиявшей. И, то есть, наставники у него были святые люди. Святитель Иосаф Чистопольский пережил несколько ссылок, но был расстрелян. К лику святых его причислили в 2008 году. В здании, где он жил, сейчас занимается фольклорный ансамбль «Духов день». С любовью к русским традициям здесь обжили каждый уголок, и теперь это новая точка на карте туристических маршрутов. Просто слов нет. Я, конечно, очень довольна. Это прям частица прошлого, которую сохранили, возродили. Сегодня в «Духов день» в историческом доме провели и мастер-классы по традиционному русскому костюму и ткачеству. Так наши прабабушки коротали долгие зимние вечера. Это релакс. Это просто отдыхаешь, потому что если у тебя мысли где-то там, ты ничего не сделаешь. Вот невозможно. Это нужно сюда полностью погрузиться. Немало интересного в рамках фестиваля «Духов день» сегодня было и здесь, на площади перед театром кукол. Десятки мастер-классов, ярмарка народных умельцев, активности для детей. Все это организовал Духосошественский храм, его прихожане и Казанская мэрия. С каждым годом всяких активностей и локаций становится больше. Привлекаем всех горожан, проводим различные мероприятия на любой вкус и цвет, знакомим горожан с традиционной русской культурой. Фудкорт на фестивале «Духов день» тоже традиционно в народном стиле. Мы изготавливаем традиционную выпечку по старинным рецептам, пирожки на ржаном тесте. А в это место мы всегда с удовольствием приезжаем, потому что здесь любят нас, а мы любим всех здесь. Для меня это фестиваль какого-то такого праведного образа жизни. У нас блины на домашнем молоке, которое еще парное, это яйца. И когда аромат блинов распространяется здесь, то люди не проходят мимо. Они говорят, можно нам еще ваших никольских блинцов. Вот, а вообще фестиваль «Духов день», он такой объединяющий людей, семьи. Завершится фестиваль «Духов день» ближе к полуночи. На сцене под открытым небом выступят казанские музыканты, проект «Живаго», арт-группа «Ларго», коллектив «Бубамара Брас-бенд». Хедлайнер в этом году Александр Иванов и группа «Ронда». Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. День России в Альметьевске отметили по-спортивному. Здесь прошла юбилейная шоссейная велогонка «Тур де Татарстан». Сюда съехали спортсмены из 20 регионов страны, более 500 участников. Это рекорд, говорят организаторы. Самым юным участникам по 7 лет. Из столицы велосипедистов, как называют Альметьевск, репортаж Филюзы Хамидуллиной. Айсула Сафина 7 лет занимается и велогонками, и триатлоном, а также дуатлоном и акватлоном. Победила в прошлом году и в этот раз рассчитывает на хороший результат. Я уже 2-й год участвую, мне очень нравится. Трасса не совсем сложная.
Нормально, иногда бывает сложно. Диня Хафизовой 15, приехала из Чувашии. Убеждена, самые удобные трассы для велогонок именно здесь, в Альметьевске. Я приехала из Чувашии, тренируюсь 3-й год. Мне это дает здоровый образ жизни, мотивацию. Все отлично подготовлено, отличная трасса, такие интересные участки, место само хорошее. На старте детской лиги 150 участников. Их трасса 4 километра. Самым юным спортсменам всего 7 лет. Мне еще понравилось, что здесь есть горки всякие. Я учусь уже 1 год. 3, 2, 1... Свердловск, Москва, Тольятти, Башкортостан. 500 участников из 20 регионов страны. Такая география и такой масштаб впервые за 5-летнюю историю велогонок, говорят организаторы. На самом деле у нас такого ажиотажа на велогонку не было вообще, наверное, за все 5 лет в Альметьевске, да и вообще и в Казани в том числе никогда. Это потрясающе, потому что у нас стоит очередь на слоты, а слотов просто нет. Максимальное количество Татарстан, Башкирия, Удмуртия и Свердловская область. Там огромная команда приезжает. И поэтому такая география, которая расширяется с каждым годом, очень нас радует. Алина Егорова из поселка Карабаш Бугульминского района. По итогам прошлых велогонок оказалась в тройке лучших. В этот раз далась тяжелее, был ветер. Участвую 2-й год, занимаюсь велоспортом уже 5-й год. 3 дистанции – это 25, 50 и 100 километров. Средняя скорость движения у лучших спортсменов – 40 километров в час. Трасса сложная, констатируют судьи. Велогонщики едут и по городу, и по трассе вместе с потоком машин, что тоже усложняет задачу. Трасса, она и так является довольно-таки сложная. Что-то добавлять туда уже нет смысла, потому что трасса, все велогонщики говорят, что очень хорошая, с подъемом технически сложная трасса. Трасса, которая сейчас была построена для этой гонки, она проходит как по центру города, так и вокруг нее. Трасса отличная, участвую 2-й раз. В том году было жарко, сегодня самый раз проехали. Не только профессионалы, свои силы попробуют и начинающие спортсмены. Я тут бегом занимался, марафон, а теперь решил разнообразить и перейти на велосипед. С последующим триатлон, чтобы перейти на триатлон, плавать, бегать и на велосипеде. Вот это мой первый опыт. Все очень понравилось, да, у меня и старший сын участвовал, и вот младший в этом году 1-й раз, и муж поехал тоже. Все очень здорово организовано. Самым быстрым и выносливым медали и кубки. Эти соревнования для многих начало пути в большой спорт. Филюза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Квартира в Казани от Акбарсдом за 16 692 рубля в месяц в ипотеку под 0,01%. Акбарсдом. Дом там, где мы. В клинике на Достоевского до конца июня запишись к хирургу-флебологу и получи УЗИ вен обеих ног в подарок. Звони 212 20 10. Группа охранных организаций «Застава» приглашает на работу. Объекты по всему Татарстану. Стабильная зарплата, питание, хороший соцпакет. 5 100 946. Здравствуйте! После кратковременного похолодания в Татарстан придет настоящая жара. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево антициклон установит солнечную и очень теплую погоду без осадков. Ветер стихнет, а температура повысится. Значительно потеплеет и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. И здесь осадки не ожидаются, плюс 25 на термометрах. Наконец, высокие температуры порадуют и жителей Агрыза, Менделеевска, Таныша. Ветер стихнет, солнечно будет целый день. В Арске, в Кукмаре, Балтаси безоблачное небо, атмосферное давление растет, вместе с ним и температура плюс 24. Будут созданы все условия для летнего настроения и в Болгаре, Држаном, Буинске. Солнечно, сухо, безветренно и до плюс 27. Наконец, можно в полной мере насладиться летним теплом и не мерзнуть. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше малооблачно и без осадков. Температура повысится плюс 25. В среду столбики термометров местами достигнут 30-градусной отметки. Собираясь на улицу, не забудьте головные уборы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, безболия и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
В Докторост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Докторост. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. В Казани будет ясно и без осадков. Ночью плюс 14, а днем потеплеет до плюс 25. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.